Если разглядывать старинные советские карты Нерюнгринского района, да и некоторые современные, можно увидеть, что помимо жилых пунктов есть множество разных, отмеченных картографами странных мест и названий поселков, затерянных глубоко в тайге. Именно таким местом и является заброшенный поселок, обозначенный на картах как Лагерный. Информации о нем крайне мало и нет упоминания в истории района. Даже старожилы путают это место то с горой Хрустальной, то с лагерем заключенных, который был расположен по дороге из поселка Чульман до реки Горбылах. В этом выпуске мы отправимся в указанное на карте место, в поселок Лагерный, и попытаемся его исследовать. Меня зовут Сергей Козюра, и это очередные испытания. Компанию в этом приключении мне составили Нюргун Владимиров, взявшийся доставить нас к месту на болотоходе «Севертрак». Будучи руководителем МУП «Золотинка», Нюргун не раз оказывал поддержку моим проектам, которые впоследствии отображались в виде фильмов. Степан Алабугин – краевед-исследователь, человек, обладающий энциклопедическими знаниями истории нашего края, не раз бывавший в тех местах, а потому взял на себя функцию проводника. Несмотря на относительно небольшое расстояние, это около 40 километров, и подготовленный болотоход, дорога к подножию горы, у которой когда-то был поселок, обернулась в еще то приключение. Самым главным препятствием на нашем пути была река Горбылах. Добрались мы до реки Горбылах, и вот пытаемся решить одну из проблем. Как я уже раньше говорил, что вездеход всем хорош, но имеет свойство плавучести, да, из-за больших колес и низкого давления. То есть, а тут вода большая, и есть шанс, вариант того, что он может всплыть. А если он всплывет, то его понесет течением. Ну, еще, друзья, решили себя так постраховать. Степан у нас поедет на капоте и будет мерить. Поставили метку критичную, после которой есть вариант, что машина поплывет. И вот будем пробовать как-то так, ну, ни пуха, ни пера. Перекат где получается тогда? Чуть ниже надо, Настя. Чуть ниже, наверное. Ну, да. Обычно перекатик. Перед перекатом яма, а потом узкое место должно быть. И самое узкое место, это, наверное, где течение надо. Тут куда уже пойдет, да? Лишь бы на тот берег выйти. В общем, посовещавшись, решили стравить воздух в шинах до минимальных значений, нагрузить камней в салон и парировать известную пословицу «Не зная брода, не суйся в воду» другим красноречием. Делай, что должен, и будь, что будет. Попробовали взять брод ходом. Еще пока не знаем, как это будет происходить, но если у вас уже был опыт, есть какие-то действенные лайфхаки, то ныряйте в описание, в комментарии и обязательно напишите, как это получилось у вас. Но мы будем пробовать.
Фух, вот это приключение. Это только вообще, по сути, только самое начало. Вот это да, хапнули. Вот он. Вот он. Герой! Не трус ни разу. Еще можно. Вот так вот. Вот так вот. Вот это был заплыв. Сейчас пока Нюргун с лебедкой разбирается, надо пройтись, посмотреть, где нам отсюда выйти. Потому что, как оказалось, это мы еще на острове. Нужно будет еще один демар сделать. Но это у нас только путь туда, друзья. Ого-го. А что будет на обратном пути? На обратном пути, я так думаю, придется все-таки моржевать, раздеваться и с тросом переходить, переплывать. Так, ну вот что мы имеем. Что мы имеем, так сказать. Может, не глубоко. Так, главное, чтобы выход тут был, да? Сейчас вдоль поедем по сетке, по этой. И до дороги, наверное, достанем, наверное. Чуть ближе к берегу надо держаться. А так ты смотришь, тут ледоход же прошел, как будто дорога такая, прям автобан, да? Накатана. Причесано. Можно немножко передохнуть, выдохнуть и перевести дух, я бы сказал. Открыли мы все-таки сезон. Я все же порывался открыть сезон сплава на катамаране, но вот пришлось на север Траки. Вот уж действительно, друзья, ура! Вышли мы к дороге. Дорогу. Движемся. В поисках заброшенного поселка Лагерный. Плывем, что ли, опять? Часть вторая. Опять плывем.
трудности продолжаются. Но уже не так страшно, как на Горбулаке. Но тем не менее, вот ледник очередной. Но здесь уже каньон размытый. И есть опасения, что не сможем забраться, если здесь окунуться. Сейчас будем принимать решение, либо ниже спускаться туда, и там искать, где наименьшая глубина каньона. Я на мотоцикле когда ездил, тут палатка стояла венкильская огромная, но и никого не было. Очередное препятствие, еще одно. Вводили в такую ловушку. Две протоки, проталины, каньончики на леднике. Как раз задняя ось и передняя. В ямке стоят. А лед выехать не может. Сейчас будем перецеплять лебедку. Приключения такие. Че, пойдет? Дальше. Своим ходом. Ну все. Так, ну все, ребята, добрались мы до места, где когда-то в 50-е годы стоял поселок Лагерный. Сейчас осматриваем территорию. Конечно, все уже заросло, но сейчас осматриваем. Может, что-то и найдем какие-то останки. Вот такая прям полянка такая. Так, что-то. А, так это седло от оленя, да? Нет, это от лошади, наверное. От лошади? Да, от оленя не бывает. Ну да, железное это навряд ли будет. Поселок Лагерный располагался в верховьях реки Ачыгый-Наход, с венкийского Ачыгый – Малый. Здесь добывали пьезооптическое сырье для нужд обороны, а именно оптический кварц и пьезокварц, которые использовались в электрослаботочной промышленности, как официально называли в те времена производство электроники. В связи с острой политической обстановкой в мире в 1937 году у Наркомата оборонной промышленности СССР назрела острая необходимость ускорить разведку месторождений данного сырья. А потому 28 июля 1937 года была создана специализированная организация «Государственный трест номер 13», который целенаправленно занимался поисками месторождений и смог в кратчайшие сроки обеспечить запросы обороны на вышеназванные минералы. В 1944 году геологами был обнаружен в Лагерном горный хрусталь. Достаточное количество полезного ископаемого, чтобы начать его разработку, оказалось на горе Длинная, которую по прошествию времени многие жители Южной Якутии ошибочно прозвали «Хрустальная». Но эксплуатация месторождения началась лишь спустя 11 лет. В 1956 году
Существует инородная, недоказанная версия, что разработка началась гораздо раньше и на месторождении успели потрудиться заключенные. Здесь, по слухам, был один из лагерей Нимнырлага, подразделение ГУЛАГа. Интересным фактом является и то, что при въезде на территорию лагерного висела вывеска с надписью «На Париж». Вывеска висела вплоть до начала 90-х. Прямых доказательств, что в данном месте был лагерь ГУЛАГ, нет. Возможно, это просто людская молва, и истории эти сплетены из каких-то слухов, таежных легенд и историй о местах лишения свободы, разбросанных вокруг Чульмана. В 1956 году на участок лагерный через броды, сопки и мари по вымощенной бревнами дороге прибыли советские рабочие, которые построили бревенчатые домики. Жилая часть поселка, склады и гаражи для техники располагались у западного подножья горы Длинная. Интересна ситуация с названием поселка. На всех картах он значится как лагерный. Официальное же название в геологических статьях о месторождении он значился как Малый Неход. Протекающий же поблизости ручей носит название Малый Наход. Происхождение этого слова узнать не удалось. Ни в одной из указанных вариаций оно не встречается ни в ивенкийском, ни в якутском словарях. Так, ну а тут уже колесики от вагонетки. Тележка, остатки от тележки. Деревянные колеса, покрышки гвоздями прибиты. Вот, по всей видимости, какой-то склад. Тоже какое-то строение осталось. Не так, как на Суантите. Когда мы были на Суантите, снимали, да, там еще домики в относительном порядке. А тут уже прям ни одного целого строения нету. Все уже поросло. Улицы. Когда-то была улица. Ну вот, причем даже я не встречал, но есть люди, которые как бы передавали, говорили, что встречали человека или даже несколько, которых прописка была здесь, они родились в лагере. Поснимали. Так. Ну теперь нам нужно постараться объехать вот эту самую гору и с той стороны попытаться забраться и отыскать штольни, где, собственно говоря, и производилась выработка. Обследовав остатки поселка, мы проехали чуть дальше, нашли дорогу, которая ведет на вершину горы, где должны быть штольни, которые мы сейчас будем искать. Туда уже ехать не имеет смысла, там уже поросло все буреломы, поэтому идем пешком. Всегда в такие моменты смотришь в сторону, в бок, и кажется, что вот рядышком там получше место, а туда сунешься и попадаешь в непролазный чупыжник или сланик. Разрывал, да? Лежал? Ничего Да. тут делал. Лёшка был? Лёшка была. И это берлога. Берлога? Ага. О, нифига себе. Медвежья берлога. Опасно. Страшно идти последнему замыкающему. Надо ближе к Миргуну держаться. К ружью.
А вон этот электростолб. Да, мы все поднялись. Ребята, какой отсюда вид открывается уже. На Самокитский цирк вообще по-другому смотрится. Фух. Если бы жил бы я здесь, если бы Нерингри стоял в этом районе, и мои окна выходили бы туда, то я мечтал бы туда попасть. Однозначно. Как, собственно, живя в Нерингри, смотря в эту сторону, на эту гору. Фух. Ну, красиво. Сейчас главное, чтобы не пошел дождь, запустить квадрокоптер и поделиться этой красотой с вами. Это, пожалуй, моя основная миссия. О. Вот она, наверное, почему ее в народе путают с той хрустальной горой, потому что она белая на вершинах, да? Так. Ой, ребята, вот это красотища, а! Ох-хо-хо-хо-хо! Вот это Якутия, а! Я понимаю, республики, какой мы живем, да? Скажи что-нибудь на якутском, как здорово здесь. Как здорово. Ну да. Барате чугей. Барате чугей, да? Поняли? Барате чугей. У нас тут в Южной Якутии как минимум. Вот оно что тут есть. Это которое завалено? Или это вообще другое? Это склад был, видишь? Склад. Ага. Тут решетки прям вон это. Вот найти бы еще бы нам хоть маленький кусочек горного хрусталя. Это был вообще бонус бы, конечно. Ну это, видимо, в шахту, да? В штольню, вагонетки. Хрусталь на участке добывали в штольнях. Это тоннели с уклоном, уходящие в гору, по сути, горизонтальные шахты. На лагерном их было 7 или 8. Разработку в них вели незатейливым способом, можно сказать, примитивным. Стационарная компрессорная станция подавала воздух под давлением в трубы, которые шли под землю, где работники пневматическими молотками долбили скалу, выискивая друзы кварца. Потом пустую породу грузили в вагонетки, которые штолень руками выкатывали по рельсам наружу и, опрокидывая на бок кузовок, выгружали в отвалы. Работа, безусловно, физически сложная, особенно с учетом сурового климата. Такой вот пневматический молоток. Работал он на сжатом воздухе. Это компрессорная станция, которая подавала давление, воздух, сжатый воздух по трубам в шахты. Затем работники брали вот такой отбойный молоток. Здесь вот у него ручки, правда, не хватает. К нему подключен шланг. Вставлялось сюда долото. Оно было длинное, где-то метра полтора-два, наверное. И таким вот образом долбили. Вгрызались в породу, да? В поисках. Надо В же. надежде встретить камешек заветный. Представь, это, да, такую штольню прорубить таким ручным Он трудом. тяжелый, его просто держать даже тяжело, не говоря о том, чтобы работать с ним. Еще если учесть, что долото, или как правильно он называется, не знаю, поправят потом за таких шахтных дел. Город Нерингри. День рождения города, да? В 75 году. То есть вы понимаете, что еще до этого в 50-е
Тут уже полным ходом шли строительство добычи горного хрусталя. Кстати, вот здесь во многих местах по Южной Якутии. Но самый такой известный, это, конечно, Солонтинский. У нас тут тоже есть в Нерюнгринском районе. Так что же такое горный хрусталь? Название, известный с древнейших времен камень, получил от греческого слова «кристаллос», что означает «лед», спрессованный под воздействием времени. Предки когда-то считали, что это не камень, а замерзшая от сильного холода вода, затвердевшая со временем. Спустя тысячелетия с момента обнаружения первых прозрачных кристаллов хрусталь причислили к разряду природных минералов, который рождается внутри пустых горных пород, заполненных горячей минеральной водой под воздействием температуры и давления в течение длительного времени. Горный хрусталь – разновидность природного кварца. Удивительный камень оброс самыми невероятными легендами. Горный хрусталь называли застывшим дыханием дракона, камнем ясновидящих. Римский император Нерон пил из кубка, высеченным из крупного кристалла горного хрусталя. При раскопках древнего Вавилона были обнаружены первые линзы из горного хрусталя, сделанные почти 6000 лет назад. Эти линзы жрецы использовали для зажигания священного огня в храмах. Знаменитый ювелир Карл Фаберже очень любил работать с этим красивым камнем и создал из него немало роскошных творений. А в оружейной палате Кремля хранится кружка из горного хрусталя, подарок русскому царю от турецкого патриарха. Физические свойства камня также удивляют. Даже в самую жаркую погоду магический горный хрусталь остается прохладным на ощупь. В лагерном добычи хватило на 10 лет. В 1966 году месторождение было закрыто, так как на известных объектах уже все добыли, а новые разведывать было бесперспективно. Спустя еще 23 года, уже с 1989 по 1991 сюда вновь приезжала экспедиция. Они прорубили гору вдоль и поперек, но ничего полезного уже не нашли. Это скорее не хрустальная гора, а мраморная. Не знаю, как эта порода называется, но выглядит такой, как беленькое все. С черными вкраплениями. Издалека как будто мраморная. Крошка мраморная. Ну вот она, друзья, вершина горы, которая, как мы думали, называлась Хрустальная, но более правильно называть ее гора Длинная, так как у нас, по идее, всегда имелось в виду две хрустальные горы. Одна вон та, вон, за Темтоном, да, с той стороны, вот там в расщелье уже течет Темтон. И вот туда, за Темтоном, вон там она. А это ближайшая за Горбулахом, которая вот, в которой штольни, в которой тоже добывали горный хрусталь. Поэтому она как бы, ну, в простонародье, если в горе добывают хрусталь горный, значит гора хрустальная. Но на самом деле это длинная. Фух, мы поднялись. Классно.
Ну все, друзья, с этого момента начинается путь домой. Дорога домой, говорят, всегда короче и приятней. Но мы приняли решение больше не рисковать, не форсировать в обратную сторону Горбылах, хотя не плавать, не ходить по воде на болотоходе. Испытали, испытаний хватит на сегодня. И решили пойти вдоль реки Большой Наход. Там должна быть вроде какая-никакая, но есть. Будем надеяться, что дорога. И выйти к базе отдыха Наход. А там есть пешеходный мост. Можно по мосту пешком перейти с тросом, залебедиться и на лебедке форсировать уже там возле Находа Горбылах. Будем надеяться, что он там поуже. Как-то так. Так что, в принципе, приключения на этом не кончаются. Но приятный момент, то, что это уже дорога домой. Да и вообще день выдался вот такой вот классный. Прям прогулялись. Настроение. Ух. Обследовали момент течения, ну и пришли к выводу, что там выше есть плесик, через который, в принципе, есть шанс нам переправить машину. Сейчас дело за малым: затащить веревку на тот берег. Все, не хватает. Ну, как говорится, видимо, не судьба. Наша тщетная попытка перетащить за веревку на лебедке болотоход через Горбылах потерпела крах. Дело в том, что не хватило веревки. Прям тютелька в тютельку до берега хватило, чтобы еще обвязать ее там. И мы решили, что это значит знак. Звоночек такой. Тин-дин. Не искушайте судьбу. Один раз вам повезло, второй раз надо. Поэтому решили оставить болотоход на базе Наход. Сейчас Нюргун позвонил друзьям, вызвал машину сюда. И за нами где-то через часа полтора приедут и заберут. В общем, в принципе, будем финалить. Вот такое было это приключение. Но насыщенное, интересное. День прошел, я вам скажу, на ура. Это был Сергей Козюра и испытано на себе.